Осетия, как говорится, дождалась этого знаменательного события. После долгих лет пребывания в упадке и разорении Государственная филармония предстала во всей красе. Во Владикавказе состоялось ее официальное открытие после масштабной реконструкции. Я надеюсь, что эта филармония станет площадкой для новых звезд, которые наша республика, как сказала Ольга Юрьевна, поставляет стране и всему миру. Я надеюсь, что филармония станет достойным местом для отдыха наших граждан. Открытие филармонии отпраздновали очень красочно. На улице Миллера, где расположено здание, установили световые инсталляции в виде музыкальных инструментов, а североостинские артисты устроили представление, где воссоздали эпоху Старого Владикавказа. Первыми на сцене обновленной филармонии выступил детский сводный хор Владикавказских школ под аккомпанемент оркестра Мариинского театра. За дирижерским пультом горячо любимый Валерий Гергиев. На первый концерт в отреставрированной филармонии, к сожалению, удалось попасть не всем. Зал вмещает не более 200 человек. Поэтому, чтобы никому не было обидно, во дворе филармонии установили вот такой большой экран, где в прямом эфире идет трансляция концерта. Несмотря на достаточно морозный вечер, на улице собралось несколько десятков ценителей классической музыки. После масштабного ремонта филармония приобрела свой первозданный вид. При всех новшествах фасад здания, вплоть до оформления деревянных окон и витражей, полностью сохранил свой исторический облик. Мне кажется, зал потрясающий. Особенно было приятно увидеть свой портрет здесь. С красивой, еще все очень красиво сделано. Мне кажется, акустика потрясающая. Конечно, то, что приехал великий Гергиев и открыл этот зал, это, знаете, переполняет гордость и вообще огромное счастье. Оркестр замечательно звучит, зрители в зале счастливые. Поэтому я тоже горжусь и радуюсь вместе со всеми. Здание Государственной филармонии является бывшей лютеранской кирхой. В этом году уникальному памятнику исполнилось 150 лет. Масштабные работы по реконструкции начались в октябре 2015 года по инициативе ныне покойного бывшего главы республики Тамерлана Агузарова. В фойе установили небольшую табличку, где также выгравированы имена тех, кто внес и финансовый вклад в восстановление архитектурного памятника. Финальным аккордом в деле возрождения Государственной филармонии станет установка в концертном зале органа. Он появится уже к весне будущего года. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.